Цеха пустые, станки простаивают. В советские времена на этом предприятии в столице Кыргызстана работало около 1000 человек. Большая часть из них – люди с ограниченными возможностями. Сейчас картина нерадостная. Делом заняты меньше 10 сотрудников. Не первый год отсутствуют заказы. Александр Катайцев, инвалид по зрению, в этом деле, можно сказать, последний из могикан. Только его и может предприятие обеспечить работой. И то частично. Всего 2 дня в неделю. Руки пенсионера скучают по былым объемам. Делал по 200 ёршиков в день. Сейчас значительно меньше. Работы мало. И сейчас, когда заказы есть, тогда только это работа. А когда нет заказов, работы нету. Надежда на недавно вышедшее постановление правительства, по которому все государственные органы обязаны без тендеров отдавать предпочтение закупке продукции, выпускаемой инвалидами. Токтонбек Рахманов, руководитель этого предприятия, уже готовит выставку для будущих заказчиков. Здесь все, что могут изготовить его работники. Сейчас мы можем, обеспечить Министерство обороны, внутреннее, МВД, здравоохранение, этими же скоросшивателями, этими же постельными комплектами. Это решение правительства облегчает работу и агентства по госзакупкам по части контроля. Теперь многие товары ведомства будут приобретать из одного источника. Сокращается возможность для коррупции. В прошлом году уполномоченным органам было выявлено следующее нарушение. Получается, 355 миллионов бесконкурсных торгов было выявлено. 32 материала было передано правоохранительным органам. 4,5 миллиона предполагаемых ущербов было выявлено. Создана рабочая группа, которая должна стать связующим звеном между министерствами, ведомствами и предприятиями, где работают инвалиды. Новый орган будет координировать систему государственных закупок.